Большая армия медиков сегодня усиленно борется с коронавирусом, и свой профессиональный долг они выполняют с честью, уже который месяц не видясь со своими родными. В конце июня глава государства подписал документ, вносящий изменения в закон о статусе медработника. Он прописывает, какие гарантии и денежные компенсации могут получить врачи гос- и муниципальных медучреждений во время режимов ЧС и ЧП. Выплаты материального вознаграждения медработникам, находящимся на передовой борьбы с коронавирусом, также стало решением одного из заседаний Совбеза. 132 миллиона сомов – это было за апрель-май месяц. За июнь месяц Министерство финансов выделило дополнительно 91 миллион сомов. И в настоящее время мы сейчас ведем сбор всех документов. Как вы знаете, каждая организация здравоохранения, они должны рассчитать начисления, передать все эти данные к нам. И мы надеемся, что до 10 числа мы закончим эти все расчеты и выплаты тоже. Только за апрель-май месяц, 2 месяца этого года мы выплатили компенсационные выплаты 13 тысячам работникам. В этом месяце ожидается еще больше медицинских работников, порядка уже 15 тысяч. Врачи по всему миру сейчас работают на износ. Они борются за жизни зараженных коронавирусной инфекцией, а их количество продолжает стремительно расти. Финансовое стимулирование и создание благоприятных условий труда – все это сегодня необходимые решения и важные шаги. Все врачи, которые работают в отделениях, где лечат пациентов с коронавирусной инфекцией, обеспечены жильем с самых первых дней. Это было сделано для удобства, чтобы они не контактировали с родными. Кроме того, медикам предоставляют трехразовое питание. Это полноценный завтрак, обед и ужин. Сейчас в связи с введенными в столице ограничениями для медиков будет организован специальный транспорт, чтобы доставить их с места проживания до работы и обратно. Поддержать медработников всеми возможными способами, обеспечить их специальными средствами защиты от инфекции, оказав при этом моральную и материальную помощь – вопрос главенствующий. Об этом беспокоится общественность, и именно на это направлены решения руководства страны и правительства. Аяна Дюшикеева, Азамат Джапаков, Ала-То, 24.